Провели змістовну зустріч з послом Кіпру Луїсом Телемаху. Обговорили актуальні питання, бачення ситуації в регіоні, Криму, співпрацю з міжнародними організаціями і Кримську платформу. Подякували за підтримку територіальної цілісності України і запросили до участі у флешмобі ЮНЕСКО-75. Насколько мы сейчас понимаем, по платформе это то, что в 2021 году в мае месяце состоится Крымский саммит, куда планируют привлечь лидеров западных держав, восточных стран, которые нас поддерживают нашу территориальную целостность. Ну, проведем саммит. А что дальше? Вот как вы видите вот эту институциональную модель платформы по деоккупации? Вы знаете, никто не может сказать, что будет дальше и до чего договорятся лидеры держав. Что мы должны продвигать и какую мы должны продвигать? Мысль — это, безусловно, признание всем абсолютно международным сообществом статуса оккупации Крыма. Мы должны добиваться судебных решений в международных судах, национальных судах, которые признают Россию страной-оккупантом. И только тогда нам откроется какой-то прикладной путь, мы сможем двигаться дальше и пытаться как-то повлиять на этот процесс. И, к сожалению, об этом всем стоит договариваться с более сильными странами, чем Кипр, хотя во многом ситуации с Северным Кипром и с Крымом схожи, но лишь частично. Все-таки Кипр не оккупирован ядерной державой. Дениса Савченко давайте подключим к нашей беседе, аналитика Крымсос, он с нами на прямой связи. Пане Денису, вітаю вас. Добрый день. Добрый день. Как вы считаете, вот мы с паном Константином сейчас разговариваем про платформу и про стран, которые могут принять в ней участие. Вот если говорить об эффективности, участие каких держав было бы наиболее эффективным в данной платформе? Да, я поддерживаю, что, конечно же, государства, которые активно занимают активную позицию в Организации Объединенных Наций, в Совете Европы, в других коллективных органах международных, они должны быть активными участниками Крымской платформы. Мы знаем, что в следующем году Швеция будет главенствовать в ОБСЕ. Эти все тренды по поводу того, кто представители какого государства участвуют и главенствуют в каких коллективных органах, мы должны эти тренды отслеживать и с ними коммуницировать, передавать им месседжи, связанные с состоянием прав человека в временно оккупированном Крыму и в общем о тех фактах, которые связаны с военным конфликтом на территории Украины. Поэтому, наверное, в этой ситуации лишних союзников у нас нет, но в первую очередь мы должны четко передавать месседж тем государствам, которые имеют дополнительные рычаги давления, инструменты для того, чтобы повлиять на ситуацию.